Как от абхазов пытаются избавиться, или вся правда об апартаментах. Начнем с того, что в нашей стране есть закон, запрещающий продажу жилья иностранцам. Принят он был в послевоенное время с одобрения Владислава Ардзента, понимавший важность этого закона для сохранения нашего государства. Сегодня этот закон пытаются обойти законом об апартаментах, и делают это те, кто на нем хочет нажиться. Давайте разберем суть. Во-первых, благодаря лазейкам и намеренным противоречиям в законе иностранцы и инвесторы смогут купить здесь жилье и жить столько, сколько захотят. Поэтому этот закон не для нас. Под апартаменты выделят лучшие земли Абхазии, в особенности прибрежные территории, на которые мы даже не сможем ступить, потому что это будут закрытые территории. И снова появляется риск лишиться земли. Поэтому этот закон не для нас. В-третьих, среднестатистический абхаз не сможет купить апартаменты. Ему это будет не по карману. Владельцами апартаментов будут очень обеспеченные иностранцы, которые будут получать пассивный доход. Активный у них уже есть, иначе бы они не смогли купить апартамент. Эти владельцы будут вольны жить в апартаментах, когда им заблагорассудится, а в остальное время смогут сдавать в аренду. А это напрямую приведет к потере доходов местного населения. Ведь эти собственники установят такие цены, которыми не смогут конкурировать местные жители, сдающие жилье. Думаете, это сказка? Тогда посмотрим, что произошло в Сочи. Местные предприниматели просто не выдержали конкуренцию с богатыми москвичами, собственниками апартаментов. По итогу местных предпринимателей просто задавили. Поэтому этот закон не для нас. В законе сказано, что на первом этаже апарт-отеля будет все необходимое. Салон красоты, парикмахерская, отделение связи, финансовые учреждения, продуктовые магазины и так далее. Зачем теперь отдыхающим выходить за территорию апартаментов, если на закрытой территории все необходимое по доступным ценам и соответствующим качествам? Вся та ниша, которую абхазские предприниматели выстраивали годами, столкнется с конкуренцией, которая им не по силам. Поэтому этот закон не для нас. Также нам обещают якобы 13 тысяч рабочих мест. Хотя по факту за последние 5 лет с учетом инвестиций количество трудоустроенного населения снизилось на 3000 человек. Почему-то в данном случае инвестиции не помогли. 22 миллиарда инвестиций, а в итоге численность занятых сокращается на 3000. И нет у нас по факту 13 тысяч специалистов туристического сервиса, которые могли бы конкурировать с прежними специалистами. И давайте говорить откровенно, кто верит, что иностранный владелец апартамента возьмет к себе на работу местных, а не специалистов из того же Сочи и других городов? Костяк нашей команды составляет специалисты. Тем более, что уже сейчас есть прецедент. Например, громкая история в отеле «Россия», где сотрудникам запрещали говорить на родном абхазском языке. Или банальные объявления на Абхазавто о сдаче жилья. Нас не хотят уже сейчас на нашей земле. Итог. Абхазы потеряют земли, рабочее население лишат доходов, будет демографическая деградация. Все эти давлеющие факторы ничего хорошего для нас не сулят. Вот такое будущее нам готовит. Очевидно лишь одно. Этот закон не для нас. По итогу мы, как потомки тех, кто прошел кровавые войны, обращаясь к вам, небезразличным гражданам нашей страны, мы бы хотели донести главный посыл словами великого.